Физкульт-привет! С вами Мария Иванова, и это третий выпуск проекта «Сделай себя сам». В прошлом выпуске я обещала, что мы объявим имена победителей розыгрыша, которые выполнят все условия верно. Напомню, что разыгрывалась 30% скидка на обучение в IT-компании Идиля Касенова в Дубае. Имена счастливчиков мы узнаем в конце выпуска. А сейчас к просмотру. Герой третьего выпуска Константин Рычагов. Пример для каждого, кто сомневается, что после 25 лет, да и вообще, можно начать заниматься совершенно незнакомым видом спорта. А еще и из любителя перерасти в профессионала и возглавить клуб по внедорожному спорту. Азарт, скорость, адреналин, грязь, погнутые колеса, драйв и экшен. Вы вообще знали, что в Кыргызстане есть джип-спринт? Кость, сначала он и Леха, потом мы едем. Да, 5 через секунд. 5 секунд я отсчитаю. Родился Константин Рычагов в Бишкеке в 1986 году. С детства осваивал восточные единоборства. По выходным ездил с отцом на охоту. В студенческие годы придавал большое значение общей физической подготовке и занимался легкой атлетикой – прыжки, метание, бег. В повседневной жизни Константин является руководителем технического отдела образовательного центра «Илим». Также у него есть YouTube-канал как раз-таки об этом виде спорта, о внедорожном спорте. И сегодня мы приехали в образовательный центр познакомиться поближе с нашим героем. Приветствую вас! После окончания университета, продолжая оттачивать навыки в охоте и рыбалке, Костя и не подозревал, что окажется втянут во внедорожный спорт. У него уже тогда была тяга к адреналину и скорости. На своей легковой спортивной «Тойоте» он выпускал пар на спецтрассах, вроде взлетно-посадочной площадки в Новопокровке, где максимально безопасно. Ну а потом как-то раз заменил выпившего друга после охоты за рулем и испробовал вождение на автомобиле помощнее. И понеслась. Это был Паджеро Коротыш, второй, 2,5, по-моему, турбодизель. И меня эта машина зацепила. Мне понравилось то, что у нее короткая база, что можно спуститься во враг и не надо идти пешком, допустим, да, как это обычно. Подъехал и пошел в гору, да. Здесь мне что понравилось, мы в принципе в любую точку мы могли заехать, там буквально чуть-чуть пройтись, поохотиться и обратно выехать. А я продал спортивную свою Тойоту и я взял себе такого же Паджеро Коротыш, вот прям. Отсюда появились новые знакомства, новые поездки. Сначала, 7 лет назад, клуб «Ведмедь», главой которого является наш герой, организовывался для дальних поездок на природу, охоту, рыбалку и совместные туры по Кыргызстану и Казахстану. Туда, где не проедет легковой автомобиль, где чистота, шикарные виды и красота, как говорит сам герой выпуска. Дебют на соревнованиях по джип-спринту состоялся у Константина в 2015-м, где он на стандартном автомобиле сразу занял первое место. Расширяя круг общения и участников клуба, герой проекта «Сделай себя сам» вместе с командой, в составе которой 24 человека, в 2018 году стали организовывать турниры по внедорожному спорту. Мы с моим штурманом взяли Ниву под прозвищем Тефтелька, ее знает весь мир. У нас в Инстаграме есть и Россия, и Штаты, и Казахстан. Тефтельку знают все, тем более она создает неплохой экшен на мероприятиях. Мы по крышу утонули, и, в общем, были моменты, где мы лучшее время показывали на соревнованиях. Судьи все готовы? Все, объявляю старт. Турниры по внедорожному спорту проводятся в Кыргызстане разными клубами по несколько раз в год. Локации в основном близ Бишкека и Ваше. На международные турниры приезжают экипажи из России, Узбекистана, Казахстана и других стран.
В нашей стране довольно-таки неплохо развит внедорожный спорт. Это гонки на внедорожниках, они проходят по классам ТР-0, это могут зрители участвовать в этом. Вообще неподготовленные машины, иногда мы делали такие категории, в районе 6-8 экипажей обычно выезжало неподготовленных, они едут спокойно, не убивая свои машины, но и иногда бывало такое, то, что они забывали, видимо, поднимался адреналин, они забывали то, что они просто любители, а не спортсмены, и даже были столкновения. В общем, бойня была даже, можно сказать, покруче, чем в спортивной категории, да. У автомобилей, как вы уже поняли, есть категории, и для каждой выстраивают свою трассу. Кроме того, по пути ТР-2 еще соревнуются и на квадроциклах. Основные категории это идет ТР-1, ТР-2, ТР-3. ТР-1 это стандартные автомобили, ТР-2 с внесением небольших изменений, это колеса побольше, лифт немножко. И ТР-3 это уже полет фантазий. Это как ты захотел машину построить, из чего ты ее захотел построить, вообще абсолютно разницы нет, хоть на тракторной резине можно ехать. Также во внедорожном спорте есть направления – джип-спринт, ралли, GPS-ориентирование и другие. GPS-ориентирование – это одно из направлений джип-спорта. Приезжают экипажи, регистрируются, им даются координаты, цифры, получается. Они забивают это в навигаторы и должны найти эту точку, там будет цифра, допустим, это будет овраг, внизу оврага будет на камне цифра. Он должен туда спуститься на машине, сфотографировать машину штурмана, что он держится одной рукой за цифру, второй за машину, неважно за какую часть машины. Вот эти фотографии, это означает то, что эту точку взяли. Этих точек грубо можно будет, 30 точек. И вот кто быстрее эти все точки соберет и приедет на финиш, тот как бы и победил. Безопасность – самое главное в этом виде спорта, и на соревнованиях по джип-спринту всегда есть машины скорой помощи и пожарной, на всякий случай, чтобы оперативно оказать помощь или потушить машину. Когда ты уже вливаешься в этот спорт, ставишь сиденье именно по твоей спине, они разные идут по величине, по высоте. Ставишь сиденье, чтобы оно облегало тебя, и ставятся 5-точечные ремни. Шлемы обязательно, чтобы закрывалась височная часть. Зачастую бывает, когда есть боковые преграды, бьются головой о стойку, о стекла, поэтому основное, чтобы шлем закрывал височную часть. Много спортсменов приезжали на мероприятия, открытая височная, но их не допускалось. В обязанности техкомиссара входит проверка автомобилей. Перед стартом проверка заключается в следующем. Обязательно наличие огнетушителя, наличие аптечки. Также должны быть исправные ремни безопасности. У каждого члена экипажа должны быть шлемы, закрывающие височную область. В категории ТР-1 желательно иметь каркас безопасности. Категория ТР-2 и ТР-3 каркас безопасности обязателен. А также я являюсь штурманом данного автомобиля. В обязанности штурмана входит перед стартом проверка трассы. То есть ее нужно пройти, посмотреть, где какие есть места. Где-то яма, где-то овраг, где-то болотистая местность, где-то воды очень много. Все это нужно учесть, запомнить, проходя трассу, уже для себя расчертить какой-то путь проезда и потом после старта обозначить пилоту, где и как можно проехать лучше. Если где-то получилась какая-то ошибка или еще что-то, автомобиль застревает, естественно, начинает буксовать. Также в обязанности штурмана входит грязная работа. То есть выходишь, цепляешь лебедку, побежал вытаскивать автомобиль. Либо подкапываешь, либо берешь сантраки и занимаешься конкретно действиями, чтобы вытащить автомобиль.
На одном из турниров по джип-спринту мы побывали. И после заездов мне даже посчастливилось прокатиться вместе с победителем соревнования. Довольны турниром были и участники, и зрители. Это было что-то. Да, хорошее ощущение. Молодцы водители. Сам водитель понимает. Молодцы, гонщики отменные. Я бы не смог. Расскажите в целом о трассе, насколько она сложна. Трасса очень прекрасна, она вообще, по сути, очень несложная, очень легкая, можно сказать, по лайту. Но очень интересно. Нас подвел рычаг, вырвались болты, это, к сожалению, очень жалко. Мы не доехали, но мы рвались, мы пытались. В чем кайф? Почему вы выбрали вот такой экстремальный вид спорта, вкладываете свое бабло? Ну, мы кайфуем от самого бездорожья. Мы, по сути, не портим здоровье, мы портим железо. Мы от этого кайфуем. Ну и, конечно, мы друг другу доказываем, у кого круче, кто в чем может, кто на что способен. Класс. Сделаем пробный, максимально безопасный и не быстрый заезд. Соблюдаю все меры безопасности. Другой стороной. Все. Все, ремень. Держимся. Говорят, лайтовая трасса, да? А как давно вы вообще занимаетесь таким видом спорта экстремальным? Ну, именно на джипах 3 года. 3 года. В автоспорте с 2010. Если честно, офигенные ощущения. И самое главное, у меня реально напрягается, мне кажется, каждая мышца моего тела. Для Потому этого что и здесь, вот эти да, ремни, нужно быть чтобы... и собранным как раз таки, да? Ну, порой приходится после заездов даже ходить, чтобы вправили спину или шею. Есть свои нюансы все-таки, да? Для этого установили ремни, с ними меньше приходится напрягаться. То есть спина не так устает. Мне кажется, здесь даже можно заблудиться. Ну, трасса ленточками отмечена, Да. плюс перед заездом мы проходим пешком. Знакомитесь с трассой, да, получается? Да. Знакомство с трассой, мы пешком проходим весь круг. Я не знаю, если это лайтовые препятствия, то меня ожидает еще один пробный заезд. Я думаю, это уже будет весной. Так что следите за нашими выпусками.
странные ощущения. Мышцы болят. Ну супер классно, лайтовая трасса, и хочется теперь попробовать на максимальной скорости во время самого заезда, да, когда участники между собой соревнуются. Класс, драйв, вообще круто. Ребят, приобщайтесь к этому виду спорта. 2 первых места. Да? Первым. 2 первых места, кстати, эта машина заняла, что очень круто. Безусловно, внедорожный спорт – затратный и дорогой вид, как и лыжи, сноуборд, гольф, хоккей, художественная гимнастика и многие другие виды спорта. В основном спортсмены содержат свои автомобили самостоятельно и за свой счет. Также есть несколько экипажей, которые поддерживают спонсоры. Все зависит от твоих побед и достижений, а также результатов и на международной арене. Но поскольку это такое, ну, как бы увлечение, можно так сказать, чуть ли не с детства, потому что, ну, вначале мы с маленькими машинками ковыряемся, а в итоге вот уже большой конструктор Лего. Обычно зачастую эти машины, на которых участвуют, это вторая машина, это не повседневная машина. И если, допустим, она сломалась, какие-то требует вложений и денег нету, ну, ты просто приехал, посмотрел, как твои товарищи бьются за места, получают какое-то удовольствие. Как и у любого развивающегося вида спорта в Кыргызстане, и здесь есть подводные мины. Организаторам ралли и джип-спринта не всегда удается договориться с владельцами земель о проведении мероприятия, даже если это пустующее пастбище. Ты перед этим даже готовишься, ты делаешь фотоснимки, ты делаешь видеоснимки, ты даешь человеку, получается, главе Алтмуту или этому даешь карту с четкое ограничение территории и пишешь то, что территория не будет, допустим, даже подвергаться каким-либо изменениям, то бишь мы ее не будем копать, мы не будем ничего в ней изменять. И за сохранность, за чистоту как бы мы гарантируем. И тебе вот просто делают отказ. Человеку даже не надо ехать туда смотреть. У тебя есть фотографии, у тебя есть видео, что здесь нету даже травы. Ну вот нету травы, это просто песок. Ну и тем не менее нет. Было бы, конечно, приятно, если бы правительство поддерживало вид спорта. Сейчас кыргызские спортсмены на своих внедорожниках готовятся к российским соревнованиям ралли-рейды. Они будут проходить по принципу всемирно известной гонки «Дакар». Расскажу о Дакаре подробнее. В ралли-рейде принимают участие профессиональные спортсмены и заводские команды, но большая часть участников – любители. Их число достигает 80%. На Дакаре с 1981 года нет абсолютного зачета, а победители соревнования выявляются только в своих классах. Сейчас это автомобили, мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы и грузовые машины. Причем маршруты спецучастков для разных классов могут не совпадать. Также отмечу, что отечественные спортсмены неоднократно становились чемпионами международных соревнований в Казахстане. К примеру, Кубок победителей Алматинского турнира имени Маслова находится сейчас в Кыргызстане. По сей день этот кубок находится в Кыргызстане, поскольку... Да, казахский кубок находится у нас, он передаваемый кубок, допустим, если ты в этом году его увез, на следующий год ты его привез и дальше опять за него борешься. И получается, в 2020 году отменили Кубок Маслова из-за пандемии, поэтому кубок до сих пор у нас. Всего несколько лет Константин Рычагов в этой стихии, а сколько успехов и достижений, нового опыта, впечатлений, развития и привлечения людей в этот вид спорта свершилось. И это, я уверенно вам говорю, только начало. Что хотелось бы пожелать всем кыргызстанцам, это чтобы у них как бы было какое-то направление, стремление в чем-то. Каждый человек себя находит в разных видах спорта. Я желаю всем удачи и сделай себя сам. А тем временем мы возвращаемся к именам победителей в розыгрыше, к везунчикам, которые выиграли 30% скидку на обучение в IT-компании Идилия Касенова в Дубае. К сожалению, их оказалось не так много. А точнее, из всех участников только один человек выполнил все условия конкурса правильно. Обладателем приза стал Абдыраим Таджибаев. Наши поздравления. Здравствуйте, Мария.
спасибо вам, организаторам данного конкурса. Очень рад, что выиграл этот сертификат. Огромная благодарность основателю этой IT-академии Касенову Эдилю Абдуталиповичу за такой подарок, за такую возможность обучаться. Всем спасибо. Подарочки есть и в этом выпуске. 3 человек, которые проявят себя и выполнят все условия конкурса, станут обладателями поездки на внедорожнике по одному из полигонов близ Бишкека. В общем, прокатитесь примерно так же, как и я, с победителем турнира. Условия розыгрыша таковы. Подпишитесь на наш YouTube-канал, подпишитесь на Instagram Кыргыз Спорт ТВ и М Иванова М, а также на этих инста-страничках под постом о внедорожниках отметьте 3 своих друзей и оставьте комментарий ваших впечатлений после просмотра этого выпуска. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить историю нового героя. С вами была Мария Иванова.